Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Кыргыз спорттуу каналында кезектеги турду жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто кезинде улуттук курама командада ойноп келген, ошондой эле Алга, Дордой, Абдыш-Ата командаларында ойногон. Андан кийин маштыруучулук кызматта бир катар премьер лигадагы командаларды маштырган. Абдыш-Ата, Алга, Мурас Юнайтед жана өткөнкү сезондо Нефчи команданын башкы маштыруучусу, азыркы тапта маштыруучуларды үйрөтүүчү, инструктор, ошондой эле Кыргыз футбол биримдигиндеги техникалык бөлүмдүн жетекчиси Валерий Березовский. Приветствую вас. Очень приятно. Добрый вечер. Мы рады, что вы смогли прийти в наш эфир. И давайте обсудим нашу премьер-лигу. Прошли уже матчи 9-го тура. А сейчас мой первый вопрос. Насколько вы детально следите в этом сезоне, потому что очень много новшеств. Это также ВАР, 14 команд, новые стадионы, атмосфера меняется, так скажем. На самом деле, волшебные какие-то времена. Я очень радуюсь, что наступили, даже можно сказать, не то что долгожданные, а такой момент, когда мы имеем такие возможности по инфраструктуре, прекрасные поля, прекрасные стадионы, освещение, играть в вечернее время, тем более в нашем климате. То есть условия создаются великолепные для футболистов. Что касается расширения лиги, это, конечно, опять-таки какие-то волшебные для нас времена. Они непростые, если кто-то думает, что это все как бы очень, я бы даже сказал, хорошо может быть в развитии. Но есть такие моменты, которые как бы не всегда учитываются. И, может быть, даже на каком-то этапе, не то, что там они выглядят поспешными, а так сложилось, что пришлось формировать команды большим количеством легионеров. И качество этих легионеров иногда оставляет желать лучшего. То есть здесь вопросы очень серьезные и большие по формированию команд, а особенно по развитию наших игроков, граждан Кыргызстана. Я имею в виду, потому что сейчас в регламенте всего лишь 3 игрока на поле по регламенту, и могут в стартовом составе быть 8 легионеров. Но это как бы серьезные моменты, которые, может быть, да, на данном этапе они необходимы для того, чтобы реализовать именно этот огромный проект. Лига до 14 команд расширена, и чтобы она была наполнена игрой, самой жизнью. Это пока, я думаю, вынужден момент. Я уже знаю сейчас, что есть планы такие по изменению числа, соотношения количества. Это, несомненно, будет на пользу только для развития для наших ребят и, конечно же, для нашей главной команды, это национальной сборной. То есть все понятно, весь чемпионат, весь смысл нашего чемпионата — это развитие наших игроков и реализация на международной арене через молодежные команды, через олимпийскую сборную и, конечно же, национальную сборную. Все усилия прилагаем к тому, чтобы развивать игроков. Не только за рубежом они могли развиваться, но и внутри нашего чемпионата. Поэтому все усилия только для этого. Конечно же, долгожданный такой сезон. Все ждали зимой, как это будет, как это все будет реализовываться. Очень сложный по наполнению календарь. Приняли решение в 2 круга. Достаточно ли это игр или нет, это как бы тоже спорный вопрос. Но вот на этом этапе чемпионат пройдет в 2 круга. Накал просто запредельный, особенно первые игры, первые 3 тура, они там более команды выдали на эмоциях, что ли, не по готовности, хотя в этом году надо сказать, что у команд была возможность и подготовиться, и многие из них посетили даже зарубежные сборы, была возможность подготовиться в более качественных условиях. В Турции были многие команды, также многие команды в Бишкеке были на базах, которые
были сейчас доступны и имели искусственные и гибридные поля. Поэтому за счет вот инфраструктуры сейчас достаточные условия для подготовки. Я считаю, что команды должны были подготовиться в достаточной степени. Уж как они там после старта выглядели, да, уже потом уже буквально второй-третий тур показал, что некоторые команды, к большому сожалению, не так хорошо готовы. И с точки зрения даже физподготовки, что они не выдерживают такой интенсивности, такого темпа, с точки зрения тактики, когда у нас отсутствие компактности, та же интенсивность не дает возможности, чтобы команда была постоянно в определенной компактности. Растягивается на все поле от штрафной до штрафной. Игра у нас иной раз происходит. Это говорит о том, что команды не совсем подготовлены так, как нужно. И для того, чтобы вести качественную борьбу за место в турнирной таблице. Да, вот прошло уже более 2 месяцев, а качество футбола есть чем сравнить с прошлогодним? Уже 8 туров сыграли, а именно качество футбола меняется, либо углядели вы? Из-за того, что может быть... Из-за легионеров, может, да? Да, может быть, что вот такое число легионеров и команды, не накатаны, что ли, сказать можно так, что для того, чтобы создать команду, нужно время, определенное время, нужны усилия, нужна какая-то там притирка. Ведь для того, чтобы реализовался какой-то замысел или какая-то идея реализовалась именно в игре, нужно время и не только нужно какие-то там указания от тренера, нужно же и создать такую атмосферу в команде, чтобы люди и ребята, сами игроки воспринимали это и хотели проявить все это на поле. Они в конечном итоге все это реализуют. Но большому такому не то, что там разочарованию, а может быть пока наблюдению хочу сказать, что футбол стал более упрощенный. То есть стало много длинных передач, стал сосредотачиваться футбол на вот этом переходе, потеря, и в атаку все стараются побыстрее выйти, минуя там какие-то промежуточные передачи, и в позиционных атаках пытаться не держать подолгу мяч, потому что поля-то качество улучшилось, но к сожалению, качество игры самой, особенно позиционной игры, когда не то, что там подолгу, а разыгрывается мяч, там развороты с одного фланга на другой какие-то для свободного поиска, свободного пространства и так далее, таких моментов очень мало. И очень мало команд, кто за эти 9 туров показали бы системный подход и реализацию из игры к игре одинаково бы сыграли на каком-то определенном уровне. Таких команд 3-4 всего лишь. Стиль, да? Это стиль команды. Именно развивали свой стиль, потому что в первую очередь при формировании команды, как это, не знаю, сейчас делается в других клубах, сейчас мы уже каждый может представлять свою идею. Но философия и стиль однозначно должны быть выработаны. То есть, или это руководство команды должно давать такие направления в развитии стратегии, что мы будем играть через такой футбол. То есть быстрый, минуя среднюю половину поля, длинными передачами. Наши нападающие, мы там будем держать 2-3 нападающих, которые будут готовы побежать всегда за спину, свободное пространство, и мы будем быстрый переход осуществлять, строить игру именно в атаке на этом плацдарме. Или же мы там, допустим, при отборе мяча мы там 4, 5, 7 передач делаем для того, чтобы мы расположились, соперник там встал в какой-то блок, а мы потом каким-то там разворотом, еще дополнительными передачами. То есть содержательная игра большим количеством средних, коротких передач, потому что длинная передача это всегда 50 на 50 как минимум. А здесь они более короткие, средние, более надежные, что ли. Поэтому это должно в каждой команде быть, и каждая команда системно, как вы правильно сказали, должны отрабатывать свой стиль. Понятно, что от соперника нужно отталкиваться тоже, там анализ проводить соперника и
искать какие-то слабые их места в обороне и наблюдать, как они пытаются атаковать, чтобы предотвратить их возможности. А свой стиль определенный всегда нужно отрабатывать и пытаться его реализовать. Поэтому вот таких команд, кто вот системно прям был отработан и реализует от игры к игре, таких очень, к сожалению, мало. Очень интересно. Давайте перейдем тогда к 9-му туру. Тур стартовал в городе Карабалта. Местная команда Кыргыз-Алтын принимал Кочкаратинский Нефчи. Таблицы 10 баллов. Мы привыкли к тому, что Карабалта, да, бывшая Кыргыз-Алтын, бывшая Карабалта, она Бернацкая, одна из самых многоопытных арбитров в нашем чемпионате, в нашем футболе. Ну и по свистку, проникая в штрафную площадь, отдает передачу короткую. Разворот, удар, ой-ой-ой, какой прострел был. Я уже начал говорить о том, что уже удар, потому что уже Эльнис Батырканов под правую. Снова хороший финт и удар по воротам. Ай-яй-яй, какой момент. Ой-ой-ой. Здесь ошибка и какой перехват. Хорошая возможность. Бахтыбеков сам идет. И почему он не отдал передачу? Вот иногда неплохо. Бахтыбеков ждет. Меняет фланг атаки. Вот здесь вот хороший момент. Удар и... Ай-яй-яй-яй-яй. Отличный заброс. Молдаджинусов. Мяч сохранил. Отдает на набегающего. Башрединов пытается отдать навес. И мяч касается Андрей Попович на месте. И Попович быстро начинает атаку своей команды. Хорошая передача. И кто первым будет на мяче? Вырезает центр. Бахтыбеков. Удар. И смотрите, что творит Алексей Козлов. Ну и вот аплодисменты болельщиков. Айдар Мамбеталиев тоже один из местных любимчиков. Евгений Чумак получает. Аброр Аскаров против него. Бахтыбеков проходит Аброр Аскарова. Сам идет вперед и бьет. И опять выше. Обратная передача. Бахтыбеков с правой ноги навешивает. И удар. Будет ли Мамбеталиев? Удар и гол! На радость местной публики Айдар Мамбеталиев забивает гол, друзья. Со стороны Айдара Мамбеталиева. Айдар Мамбеталиев — герой Кыргыз-Алтына. В предыдущем туре, казалось бы, в проигранном матче против Дордоя, в концовке встречи, также в компенсированное время Айдар Мамбеталиев против сильной команды счет сравнял. И сегодня вот он, Айдар Мамбеталиев. И вот не зря говорил о том, что Владимир Тункин выпускает Айдара Мамбеталиева не в полузащиту, не в защиту, а именно чтобы добавить атакующей мощи. Он преобразился. Эта команда нравится. Ну и звучит свисток, друзья. Заканчивается встреча. Казалось бы, да, никуда. То есть команды идут к тому, чтобы сыграть ничью, но в концовке Айдар Мамбеталиев все-таки сумел забить. Вот он на ваших экранах. Ну вот один из самых интересных матчей этого тура. Кыргыз-Алтын вырывает победу в концовке. И вот это тренерское решение, как вы оцениваете? Второй тур подряд выходит номинальный защитник Айдар Мамбеталиев в концовке. И в прошлом туре с Дордоем также была такая же ситуация. Тогда 0-1 проигрывали, и Мамбеталиев забивает. А сейчас тоже 75-я минута, и тренер выпускает не в позицию защитника, а в нападении. И он вот доказывает. Ну, на самом деле, с Айдаром Мамбеталиевым у меня давняя дружба. Он в Абдышате у меня центрального нападающего играл. Вот и очень часто в Волге использовал, да, я его впереди именно как атакующего игрока. У него есть такое представление, вот не знаю, как это объяснить, но в нем живет вот такой дух как бы победителя, и это вот ему дает такие вот возможности забивать такие вот важные мячи. На самом деле это важный игрок. Я не знаю, как-то вот пока не складывается. Я считаю, у него пока карьера не складывается, он может намного больше. Я в этом уверен. Потенциал у него великолепный. Он и как центральный защитник. Но даже и в том году, когда он было сложно, и Кыргыз-Алтын какие-то игры пытался вытащить, скажем так, и проигрывал в один мяч,
то его и в том году уже отправляли вперед, и он там навязывал борьбу, может быть, не так удачно, как в этом. В этом просто вот 2 матча подряд он настоящий, да, как это, Джокер, герой, да. Он выходил и забивал мячи, которые позволили, ну, на 4 очка набрать из 2 игр, это великолепно. Да, расчет тренерский, было ли это запланировано, или же это какая-то вот иногда тренер не может объяснить, почему он принял такое решение. Если он поэтому и должен оставаться спокойным на бровке, потому что все, что происходит в игре, да, понятно, есть какой-то план. В голове он у него или где-то он там расписан, отработан, но план какой-то должен быть на игру. И по ходу игры, как он реализуется, тренер делает выводы определенные и принимает какие-то решения. Может быть, когда-то, вот, ну, необъяснимо, как вот он Айдара с Дордоем выпустил-то вообще попозже, да, здесь он немножко пораньше, ему он в опорную позицию здесь, он, по-моему, капитана команды поменял, и в опорную позицию для того, чтобы здесь середину удержать поля, потому что, ну, скажем так, вот Нефчи было всю игру с мячом, они, да, позиционные атаки проводили и практически всегда были с мячом. Дело в другом, что они не остро играли. То есть остроты какой-то в атаке абсолютно как бы только вот какими-то индивидуальными действиями. И то Кыргыз-Алтын традиционно играет в определенной манере. Они низко садятся низким блоком и быстро выбегают. И как мы сейчас вот видели в этом ролике, они могли и до этого забивать. Они великолепно выбегали несколько раз в контратаку. И голкипер там прекрасно сыграл, и где-то защитники добежали. Но Кыргыз-Алтын четко выполнял свой план, и им это удалось. Они нашли этот момент. Ну вот в этом сезоне мы четко наблюдаем вот этот прогресс именно Карабалтинского региона в футболе. Вот этот Кыргыз-Алтын поднимается в турнирной таблице, и футбольный клуб КНД в первой лиге. Да. И стадион очень добротный. И... Так вот, какие эта инфраструктура дает определенную мотивацию. Это же прекрасно и чудесно играть на таких полях. Потом Карабалта — это футбольный город, там трибуна, ну, 500 человек, до 1000 всегда там, даже во времена, когда и у них не было каких-то там успехов, к сожалению, большому, они работали-то и трудились, старались, потому что это связано там, ну, с финансированием и другими моментами. Но люди всегда приходили там на футбол, и футбол очень любим в этом регионе, и как бы это понятно. А сейчас вот такие прекрасные условия дает вот именно мотивация, именно с огромным желанием ребята играют. И сейчас Кыргыз-Алтын сбалансирован. Они определенные наработали вот за эти годы состав, там много местных ребят. Несколько легионеров они добавили неплохого качества, которые их усилили. И сейчас это все вот как бы естественно. Они, понятно, ну, скажу так это откровенно, понятно, что они не смогут. Я не то, что не смогут, но они попытаются, конечно. Да, в топ-5, да, говорили, что... Да, попытаются, цель. Конечно. Я хотел сказать, в призеры попасть, но это будет, ну, серьезная задача для них, да. В топ-5, да, это вот как бы задача, которую им можно ставить и реализовать. Будет непросто им, потому что сезон будет дальше еще жестче. То есть игры пойдут теперь как бы, ну, не то, что там за 6 очков. Сейчас турнирная таблица складывается таким образом, что каждая игра может дать возможность, а если не решится результат положительно, то ты откатишься на 6 очков, можешь откатиться вниз. Поэтому все так интересно в этом году. Да, этим и интересен новый сезон. А что по Нефчи? Нефчи, по-моему, им не хватает вот стабильности. 9 туров, 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Ну, если так об этом говорить, то команда очень опять собрана, да. Команда. Ну, собрана. Не то, что новая. Костяк там, был. Да, костяк, да, был, оставался он. И ребята пришли такие очень качественные, я честно скажу. Сейчас вот
Просто мне сложно об этом говорить, потому что в том году, да, я их тренировал, и были совсем другие условия. Мы, к сожалению, не получили ни сбора определенного, ни условий. У нас не было поля, была реконструкция домашнего стадиона. Мы постоянно там были в разъездах. Сейчас я знаю, что условия определенные есть, и меня, честно, удивляет. Я думал, что Нефти будет вот за пятерку, то уж точно. Как бы это их возможности по составу, по наполнению игроков, как бы очень качественных. Пока что происходит, сказать не могу, но они снова доминировали, были на мяче, с мячом. Но я же говорю, это опять-таки нужно понимать, что тактика Кыргыз-Алтын, она всегда предполагает отдачу мяча и выжидание, да, выжидание определенных моментов, где можно выбежать и реализовать ситуацию. А Нефти было на мяче, но играла не совсем остро, давление было недостаточное для того, чтобы вырвать, скажем так, эту игру. То есть вот они предыдущую игру перевернули, проигрывая, по-моему, 3-1, или даже 1-3. Предыдущий тур, они в Джалалабаде, проигрывая и приложив вот именно вот это давление и усилия, они смогли найти себе силы, там даже голкипер на стандарте, на угловом забил гол. Это после такого нужно держать было эту мотивацию и дальше продолжать в таком же напряжении работать. А здесь как бы вот они были на мяче, но давления недостаточного было именно в атаке. Именно в атаке, да. А план Кыргыз-Алтына прекрасно сработал. Они выдержали и нейтрализовали вот эти все возможности там соперника и нашли свой момент. Вот одна из причин, вот этот стадион, именно вот только в 10-м туре они дома принимают Кочкурату, да, вот это также может быть Да, отсутствие, да, потому тяжело, постоянно на выезде, вот они сейчас 9 туров провели, и практически дома они еще не играли, ни одной домашней игры. Да, кочкуратницы, болельщики наверняка сами соскучились по там своей будет команде. Полный стадион, да. Да, вот. Перейдем к следующему матчу. Еще одно южное дерби в этом сезоне. Это новая команда. Özgün принимал Ошму. Бұл екі команда чындыгында бүгүн футболдун кереметін көргөзөт деп ишенебиз. Анткени Ошму командасы өзүнүн башкы машыктыруусун алмаштыргандан кийин акыркы минуттарда дагы өткөзүп жиберген учурларын дагы көрүп жатабыз. Демек Özgün командасына бүгүн жеңиши өтө маанилүү. Каптал калысы демек Элдос Мырзабеков Өзбекстандан алып келгендигин уккан болчубуз, бирок азырынча протоколдон биз көрбөй жатабыз. Жана ал арада сокку бар, жана гол! Özgün командасы эсеп сандарын 5-минут эки коргоочудан өтүп кеткен. Байкасаңыздар, Сарыкбаев чыгарылган пас, Скендарбеков кабыл алды, жана оң буту менен алыскы бурчтукка Ошму топту өзүнүн карамагына ала алды. Жана Бекзат Насиров жаздырып ала алган жок. Жана Айзатул Абдулдаевда сонун мүмкүнчүлүк өтүп бар, жана сокку бар. Тилекке каршы гол эмес. Кандай сонун мүмкүнчүлүк. Нурлан Сарыкбаев айыптоонун төбө тайпанча көтөрүлгөн топ. Жана баш менен сокку бар, жана мыкты сейф. Отурсбеков, Цезар катачылыкка жол берди. Жана Андрей Сидоров калтырган алыстан сокку Шадмановтан. Жана Нурлан Сарыкбаев оңун аткан. Нурболот Рысбеков чыгарылган пас, жана сонун мүмкүнчүлүк артка алыстан сокку бар, жана гол, бирок офсайд. Сарыкбаевтан Марадона Сафаров кайрадан Бозоровдун өзүнө. Бозоров айпанча чыгарылган пас, жана айпанчанын ичинде сокку бар, жана Михаил Губанов кандай сонун мүмкүнчүлүктө. Бозоров айпайчага көтөрүп берет, жана баш менен сокку бар Андрей Сидоровтан. Бул эре дарбазага таамай. Ол бирок ийгиликсиз 4-чү номер менен Улан Сулайманов. Ал арада Ромарио Ричард ылдамдыгын ашырууда. Алыстан сокку бар, бирок анчейин кубаттуу эмес. Михаил Губанов бул топко жетет, жана Губанов айпанча чыгарылган пас, жана сокку бар. Кандай сонун мүмкүнчүлүк Ошму. Чыгарылган пас, жана Нурлан Сарыкбаев алыстан сокку бар, жана экинчи дем менен Искандарбек жок. Айзатул Абдуллаев ошону туура түшүнгөн Özgün жана мындай чабуулга
барып жатат жана Сарыкбаевтан бир гол эч нерсени чечпейт жана Изатулла Абдуллаевтан сокку бар жана бул ирет Тилекке каршы гол. Алга командалардын оюну жүрөт. Михаил Титов сонун мүмкүнчүлүк жазгырып алды жана сокку бар. Бек Нурматуллуна топ Кудурет Искандербековго келип жетти. Искандербеков дагы бир чабуул менен чыгарылган пас жана сонун мүмкүнчүлүк гол. Михаил Титов кош берилген убакытта эсеп сандарын теңдеп отурат. 2-1 урматтуу көрүүчүлөр. Өзүнүн чеберчилиги менен сокку жолдоп отурат. Дал ушул ракурстан офсайд эмес экендиги билинет. Ооба, менимче эч кандай офсайд жок. Эгерде офсайд боло турган болсо да Элзар Халиловго арналган болчу. Калсын ышкырыгы жаңырды урматтуу көрүүчүлөр. Өзгөн командасынын экинчи жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзгөн командасы бул жеңишти албетте чын жүрөктөн чыдамсыздык менен күткөн болчу. Дал ошол Вот очередной хороший матч команды Надырбека Мамадалиева. Победа 2-0. Өзгөн тактической схемой 3-4-3 увидели, а Ошму отвечает 4-3-3. Вот этот момент, именно стартовый план команды сработал по ходу голом Кудрета Искандербекова. Мне кажется, вот этот из новичков, из которых команд, из 4, вот этот Өзгөн самый стабильный по составу. И по системности. То есть вот они одна из тех команд, которые вот из игры к игре, они выдерживают систему. Ставят свой футбол. Да, именно вот игра в быстром переходе и подключение очень активной центральной зоны, как мы видели, вот и первый гол забили с центральной зоны, где оказали помощь именно из глубины полузащитники. Был первый мяч забит, а когда команда соперников не успела закрыть эту зону. Поэтому это одна из команд, вот, которая из игры к игре применяет вот, свои системные методы, и они вот, действительно начинают работать. То есть вот первая игра, первый тур они провели что ли не так уверенно, они играли на выезде здесь, да, я помню, здесь, да, Бишкек-Сити, Бишкек-Сити, да, и я был как бы удивлен, тогда, наверное, ну, может быть, волнение, что-то, и не получилось, как бы был удивлен вообще, как сложилась игра. А здесь же вот от игры к игре, как вы правильно сказали, это одна из тех команд, кто вот системность, у них начинает это работать. Вот, потом, что касается вот по Ошму сказать, может быть, и скорее всего, вот очень слабо они вошли в игру. То есть на первых минутах, да, они стартанули очень слабо, это было заметно, и не хватало им какой-то свежести, я не знаю, с чем это как бы связано, это может быть внутренние там каких-то у них дела, но вот там прошли изменения, и после вот изменений команда воспряла и несколько игр отыграла на очень хорошем уровне. 3 победы подряд. Да, на очень хорошем уровне, и дали вот. С чем это связано? С тем, что вот они так стартанули в каком-то таком, ну, мне показалось, может, это показалось спокойствие, что ли, что они как бы это, да, и они... Слишком уверены? Может быть, да, были настолько уверены, что позволили Узгену воспользоваться вот именно в начале. И вот этот вот первый мяч в начале первого тайма, он был ключевым. То есть пришлось предпринимать Ошму какие-то уже усилия для того, чтобы раскрываться, тем самым давая возможности больше пространства. И, как мы видели, Узген прекрасно атаковал и небольшой группой игроков. У них 3-4 игрока, и с подключением, может быть, 5-го прекрасно проходили вот эти быстрые атаки с завершением, с ударами, поворотом из 16-метровой зоны. И подходы были очень интересные, и ну, намного интереснее, чем у Ошму, и возможностей было больше. Они выглядели посвежее немножко, да, вот как бы сказать. А так вот, я же говорю, Ошму провела прекрасный отрезок, который нужно было вот опять-таки держать, как бы в напряжении себя, и они, может быть, не были готовы к такой вот, к такому моменту. А Узген интенсивно начал игру и прекрасно реализовал в начале игры. И вот затем вот этот забитый мяч позволил им дальше развивать вот свой план на игру, который они предполагали. И прекрасно они продемонстрировали. Ошму же не смогло вернуться в игру
попытки у них были, да. Ну, И, не острый, не слишком острый. да, мы не видели. остро совсем, правильно вы совершенно отыграли, да, и вот мне показалось, что не хватило свежести. Как это, недовосстановились или что-то, может быть, какие-то там были проблемы, но вот они выглядели, Озген, и посвежее по движению, и по мысли, и по игре выглядели предпочтительнее. Вот давайте далее будет интересно. Центральный матч тура в Бишкеке. Дордой принимал команду Барс. Барс потихоньку уже поднимается все выше и выше каждым туром. И этот матч по итогу также были очень много забитых голов. Давайте посмотрим обзор этого матча. Тағы айтып кетсек жаңылышпай, себебі дәл ушул Барс командасы быйыл түптөлгөндө Кыргыздын футбол дүйнөсүнө таануу болгон белгилүү оюнчулар дал ушул Барс командасында. 4-чы катар санда Венаэмин Шумейка, Кабылянский азыр топ менен бара жатат. Бул жерде оюн эрежеси бузулган өңдүү деген чол бөлө калсы ышкырыгын жаңырткан жок, узатылган сокку баракелде. Көргөн Мурзаевдин алыстан тамай сокку узатат экен, билебиз бул жерден гол! Бүтүнбөгөн жерден гол! Дордой командасы ачык турган дарбазага тамай дал ушул оюн таласынын жарымынан тең голду киргизгенин көрдүк. Гинтектен. Бул голдун автору Дордой командасынын оюнчусу 5-чы катар сандагы. Есеп саны 1-0 болуп өзгөрдү. Эч жазалган жок. Кайрадан эле Барс командасында топ айпан чачын көтөргөн жок, баш менен сүзүп берүү. Мыкты бул жерден Курманбек Нурланбеков жок, бирок жакшы тактикалык жүрүш менен болгон. Барс командасы чабуулда жакшы мүмкүнчүлүк 1-1. Бирок бул жерден Александр Мишенко өзүнүн мыкты коргочу экенин көргөзө алды. Көтөрүлгөн топ дерлик айпанчага чейин жетип барды деген чолбой эле гол. Есеп саны көрүнүштүү эле адат мына Сайдациевдин абадан келаткан топту кайрадан чабуулда айпанча көтөрүлгөн топ. Бул жерден адашпасам берилген пас, бул жерде соколо деген чолбой эле. Дагы бир сары айып кагазы көрсөтүлөт өңдү. Улан Мурзаевдин узаткан соккусу, бирок адамдардан түзүлгөн дарбазага тийип калганын көрүп алдык. Бере алган жок. Жакшы мүмкүнчүлүк, сокку узатса болот деген чолбой эле бул жерден оюн эрежеси бузулду. Дацеев өзү жок, Узденовдун тепкен тобу гол! Магомед Узденов! Есеп санын 2-1 кылып өзгөртүп алды. Баягы топтун багытын дагы түшүнбөй калган, эчтеке кыла албай калган. Тарасынын дарбазасынан алсап чыгып кеткенин көрдүк. Карама каршы чабуул жүрүп бара жатат. 1-1 бул жерден кайра Жыңалбек уулу менен Александр Мишенко. Александр Мишенко мыкты. Александр Мишенко команданын капитаны эмес. Ал сен узатылган сокку! Лобовдун тепкен тобу тамай. 5 эле мүнөт калды. Бул жерде мындай адашууну жүргүзбөш керек. Фархат Мусабеков азыр бирлик топко бара жаткан жагы деген чолбой эле. Фархат Мусабеков бул топту токтото алды. Кайрадан эле Барс командасы чабуулда, оң канат менен чабуулга кирип бара жаткан чагы айпанча көтөргөн топ. Бул жерден жакшы мүмкүнчүлүк. Гол! Ал эми 3-чү голдун автору Мирлан Мурзаев. Көздөй тамай топту теуп голду киргизе алды. Алижанов ышкырыгын жаңыртат, дагы беттеште бүтүрөт. Башкы калыс ышкырыгын жаңыртты. Есеп саны 3-1 менен Барс командасы бүгүнкү беттеште жеңүүчү болуп чыкты. Сиздер алысыбай туруңуздар, азыр дал ушул эки команданын башкы машыктыруучуларынан бага интервью болот. Алардын эмнеге оюндар ушундай жүрдү, кимиси оюнчу. Ол да
То, что имел в виду, качество футбола. Именно здесь я увидел две команды, которые играли и не отсиживались, так скажем, все в атаку. И я увидел лично совершенно два других тайма от Дордоя. Не узнать во втором тайме эту команду, хотя по ходу первого тайма уже вела 1-0, но Барс включается. И один из самых принципиальных матчей для команды было, наверное, Барса. Это для наставника Александра Кристина, да. и также для игроков, несколько, которые играли, именно Мирлана Мурзаева. Вот понимаем то, что как он радовался после третьего гола. Да. Какие ваши впечатления от этого матча? Что ожидали именно? Ну, очень по накалу и по Страстей, и вообще по смысловому турнирному как бы положению. Вот это и была игра за 6 очков на самом деле. То есть, да, здесь, я думаю, реализация плана был, конечно, первый тайм, когда Дордой своим движением, своим четким исполнением всего задуманного и вот этот прекрасный мяч Лобова как бы подтвердил правильность выбранного плана, наверное, и тактического всего замысла. То игра была, как вы правильно сказали, на встречных курсах. Все искали именно возможности в атаке, не отсиживались, никто там как бы такого плана не было ни у одной команды выбегать в быстрые контратаки, а все пытались играть от своих каких-то задумок, из своего плана. Но однозначно второй тайм просто Дордой было не узнать. Они стали проигрывать очень много единоборств, стали переставать, подбирать мяч в центральной зоне, откуда стали развиваться очень быстрые и классные атаки и забросы на Кайрата, который мог неоднократно убежать, и Александр прекрасно там 2 раза догонял его, Мищенко. То есть вот это назревало все давление и, скажем так, прибавило в интенсивности Барс во втором тайме, что и вылилось вот в такой закономерный, сказать, переиграли во втором тайме давлением, и вот эти удачный стандарт, который забил Саид, отличную игру провел парень, его старания, желание видно, да, забил такой важный мяч и очень переломный мяч, можно сказать, и тогда уже вот Барс побежал и стал раз за разом иметь прекрасные подходы, которые еще могли реализоваться в забитые мячи. А вот это именно поражение первое для Дордоя, и именно в домашнем матче, это как бы может ли стать ударом по амбициям, по чемпионским амбициям бишкекского клуба? Это, конечно, они там внутри будут решать, может ли стать, но однозначно это удар. Однозначно это удар на домашней арене, и такое поражение, причем поражение по делу, скажем так, откровенно по делу. То есть команда оказалась не готова 2 тайма выдерживать тот же ритм. Свой ритм, свой рисунок, свой темп. И во втором тайме однозначно просели. Именно по движению, по желанию Барс превосходил во втором тайме. Не знаю, нашел ли там тренер нужные слова или сами ребята мобилизировались. Но у Барса вот налицо есть по ходу определенные изменения. То есть если в начале чемпионата мы в составе видели там достаточное количество легионеров, то с каждой следующей игрой все больше и больше ребят, наших воспитанников в составе стали появляться. И вот эта игра уже здесь практически только был один Алексей Абрамов, да, вот как бы в старте только один был иностранец, скажем так, а все остальные были на замене. А в начале чемпионата все как бы было наоборот. Да, очень важная победа для Барса и очень сложное поражение для Дордоя. Если этот же матч во втором круге, то Барс принимает у себя дома. Тем более уже, уважаемые зрители, 23 мая открывается центральный стадион в Караколе. Будет торжественное открытие. И следующие матчи, домашние матчи, Барс будет принимать у себя дома. И там также нелегко будет для Дордоя во втором круге. Вот это имел в виду, потому что именно гостевая победа Барса, и она
с этой победой все выше поднимается в турнирной таблице и скоро наверняка уже преследовать именно лидеров. Да, однозначно, Барс — это та команда, которая и вместе с Дордоем будут претендовать на чемпионство. До конца, думаю, чемпионата будет этот вопрос. Ну, хотелось бы, чтобы прям до последнего тура решалась судьба. Но это две команды, которые однозначно претендуют на чемпионство. Перейдем далее. Тур продолжится в Бишкеке. Молодая команда Ильбирс принимала лидера Мурас Юнайтед. Мырсабеков менен ошондой эле Нурланбек Алмабек уулу өзүнүн жардамын көрсөтмөкчү. Резервте калыспор Нургазы Чолпонбаев, Игорь Гончар, 44-чү Юрий Мате, 70-чи Атай Жумашев, Глеб Грачев 51-чи катар саны менен жана максат жетишкен жок, жана Атай Жумашев. Атай салкын кандуулук менен ойун алып барса болот азыр. Атай негизи өзүнүн жаш курагындагы эң активдүү оюнчулардын бири жана эсеп сандары 1-0 урматтуу күйөрмандар. Мурас Юнайтед командасы туура көрдү. Жеңил дагы бир көтөрүп берилген топ жана үстүнөн ашыра тийүү мүмкүнчүлүгү Азизбек. Капталдап кирип барууда. Атай дагы бир чыгарып берилген топ жана Максат Алугулов. Максат Алугулов, урматтуу күйөрмандар, эсеп сандарын тыныгууга кетебиз деп жаткан маалда 2-0. Байкодобуз жер менен чыгарып берилген пас айпачасынын ичинде жана ай. Өз ордуңарда элегиле дегендей дагы көрсөтмөлөрдү берип өткөн эле. Топ өтүп кетти жана Ильбирс чабуулда ушул жерден сокку узатуу мүмкүнчүлүгү эртерээк. Эмнеге мынчалык ашыкча кыймыл аракеттерге барды түшүнүксүз азыр. Чабуулдук аракетти камдап келе жаткан маалы. Өтө сонун боштондук. Бакирдинов жер менен пас, балким пенальти чыгар ооба. Өз урматтуу көрөрмандар, ышкырык жаңырды жана ишенимдүү жазгырды Ильбирс командасы. Бул беттештеги алгачкы голун киргизүүдө. Эсеп сандары 1-2. Плантуда капитандан көтөрүп берүү жана Атай Жумашев. Эсеп сандары 3-1, 64-чү мүрөт. Мурас Юнайтед Автандилдин дарегине киргизип берип болчу жана Автандил Дүйшев топту тартып алды. Автандил деген чекти өзү кетирген катаны Эрбол. Сонун пас жана Ильбирстин кийинки чабуулу эртерээк чечим чыгарыш керек. Ушул жерден ай тактык кайда? Мыкты футболчу атанууга татыктуу оюн көрсөттү Автандил. Ай. Мына Атай Жумашев азыр 3-чү голдук пасты чыгарып бермек эгерде өз мүмкүнчүлүгүн абалды турукташтырууда. Дарбазачыга дагы пас жана ышкырык. Финалдык ышкырык, урматтуу күйөрмандар. Эсеп сандары 1-3. Бүгүнкү күндөгү номиналдуу ээлери Ильбирс командасы Кыргыз премьер-лигасынын 9-чу турунун алкагында жеңилүү ызасын тартып жатты. Очередная победа Мурас Юнайтед в этом матче, но неплохо показал себя молодые ребята из Ильбирса. Ваше мнение, вот новое поколение растет, 2007-2008 год. Уже 9 туров сыграли. Какие они молодые? Ну, отлично подготовленная команда. В начале чемпионата, самого, особенно в первых турах, очень было непросто всем. Очень непросто. Если... Переход, да? Вот да, во взрослый именно футбол. Да. Поэтому ребятам сложно, но они очень стараются. Иногда им удаются, пока только иногда, очень неплохие отрезки игровые, когда они действительно играют. Играют именно и как в атаке, так и в обороне. У них там есть ряд легионеров, которые помогают им. Идея такая, что я так предполагаю, чтобы они помогали молодым развиваться и поддержать их там внутри игры самой. Ну и ребята сами своим вот желанием и очень заряжены и мотивированы. Это отрадно видеть. Ну, что касается по этой игре, хочу сказать, что, конечно, Мурас очень серьезно отнесся к этой игре. Видно, и как только они включались, то ребята не справлялись однозначно. Было видно, что они настроены
добиться результата положительного. И как только Мурас включался, то при определенном давлении ребята сейчас еще не могут держать такое напряжение. А когда Мурас позволял себе эпизодами выключаться, то, пожалуйста, и атаки, и как только, я же говорю, у нас сейчас чемпионат такой, непозволительно никому расслабляться, потому что... Ни на минуту, да? Ни на минуту, да, потому что сейчас настолько быстрые переходы в игре, что эта минута может потом серьезными проблемами обернуться. Даже если ты там в 2 мяча обыгрываешь кого-то, то этого может быть недостаточно. И, пожалуйста, нашли возможность, заработали пенальти. И еще пару подходов было неплохих. Но с точки зрения всей общей игры, конечно, Мурас подошел очень серьезно к этой игре и просто-напросто давлением, очень серьезным давлением и интенсивностью добился результата. Это 8-я победа для Мурас Юнайтед. Сможет ли удержать такой темп Мурас Юнайтед до конца сезона? Резерв у них великолепный. У них команда наполнена легионерами. Они там пусть принимают решение, какого они качества. Пока у них они справляются. Поэтому скамейка запасных у них очень приличная, ротация составом, там нет таких прям проблем. И поэтому я думаю, что вполне возможно они, если также будут относиться к играм, как и этой игре, серьезно, даже, казалось бы, к сопернику, который по статусу там, условно, ниже рангом. Такое же бывает. Обычно так и обжигаются команды, когда немножко расслабляются, если думают, там, играя с кем-то по турнирной таблице ниже. А здесь, я же говорю, Мурас просто подошел профессионально и четко отработал игру и добился результата. Я думаю, пока с тем желанием и с тем напряжением, как они иногда даже не то что играют, а работают на самом деле, а так и добиваются результатов, что вполне возможно, что они смогут весь чемпионат лидируя стать чемпионами. Несмотря в составе много легионеров, в этом матче себя показал Атай Джумашев, 2 голевых паса и 1 гол, и звание лучшего игрока матча. А также отметим гол родного брата Ерниса Батырканова, Ильгиза Батырканова в премьер-лиге. Это, если не ошибаюсь, это первый гол для молодого. И пусть развивается, и будем ждать еще одного Батырканова, конечно, в национальной сборной. Давайте перейдем к следующему матчу. Матч проходил в Канте. Азия Гол принимала Абджату. Бүгүнкү беттешти тейлей турган калыстар тоодагы экранда Медербек Тайчиев баштаган Азия Гол командасы азыр жалпы чемпионаттагы 14 команда. Борбордук бөлүктө азыр Азия Голдо чабуул, андан ары дарбазаны көздөй жана өтө мыкты кан жок. Данин Талавич кирип бара жатат, жакшы жана сол бут менен Абдышата оюнчуларында жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Мухаммед Саных, андан ары Данин Талавич эмне кылды? Жакшы, өтө мыкты пас, 3-2 жада калса. Андан ары алыстан тебүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жана Кутман Кадырбеков биринчи болуп Имамович жеткен. Жана Арсен Сарсенбеков Арлен Сарсенбеков топту жоготту. Жана Данин Талавич жана жумшак гана көтөрүп берүүдө Эрбол жакшы. Максат Жакыбалиев алыстатууга жетишүүдө. Жана дарбазага тебилген топ. Жана Кристиан Браузман, байкасаңыздар. Жакшы багытталууда. Жана Рикелмеде жакшы мүмкүнчүлүк бар. 1-1 алда өтө алабы? Адилет Нурлан уулу Азамат өтө мыкты, байкасаңыздар. Жана Биймырза Жеңишбеков жакшы
Алдыға чыгарылған топ андан ары Риккельме. Олды кечиктирди жана андан кийинки чыгарып берилген топ азыр багытталууда баш менен гол! Риккельме! Мына сага! Абдугани Камолов өтө ыңгайлуу бийиктикте берди. Ал эми Риккельме Арлеш Арсенбеков Каричтен ыңгайлуу тартып алды жана Азиягол командасында мүмкүнчүлүк бар. Арсенбеков эмне кылды? Турларды байкайбыз. Дагы бир чыгарылган топ жана Риккельме алда өтүүдө. Кутман Кадырбеков жок, дарбаза бош жана Адилет Нурлан уулу. Жыйынтыкка жакшы пас, эч кандай офсайд абалы жок жана 1-1 оюн. Гол! Лукас Барретто! Кайталоодон таамай көрүп алсаңыздар болот. Нова оң тарапты көздөй. Салиев бир аз ыңгайсыз берип алды. Риккельме кандай өтүп жатат байкасаңыздар. Өтө мыкты жана 3-чү голду көрөбүзбү? Гол! Лукас Барретто! Риккельмеден топталгандан кийин бош дарбазага тепкенде эле 3-чү голду багыттоодо. Мирлан Эшеновдун экинчи таймда чыгарган оюнчулары жыйынтыкты берип жатат. Ошентип оңунан чыккан жок. Демек, мына ушундай урматтуу футбол күйөрмандары, Медербек Тачиевдин ышкырыгы жаңырууда күтүлбөгөн 3-0 эсеби катталып турганын көрүүдөбүз. Укмуштуудай оюнга бүгүн биз Кан шаарында гол. Вот так Азиягол доставила проблем, скажем, немало. Только с заменами Абдшата смогла перевернуть данный матч. Вот эта замена Абдугани Камолова, и он сразу отдает голевой пас. Вот насколько вы сможете дать свое мнение по поводу высокой линии обороны Азиягол? Мне это очень удивляет в мировом футболе. Да, видим Барселону, может, как бы я вижу, по моему мнению, вот прогресс именно защитников Азиагола. Ну, выше, чем Барселона, в обороне сейчас никто не играет. Но, может быть, Арсенал какими-то моментами или Сити когда-то очень высокая линия, да, высокая линия обороны как бы развивал эту идею. Сейчас же вот Азиагол вторую игру пытается очень высоко играть. Ну, как бы оценивать какие-то моменты очень сложно, потому что это же работа тренера. Но по факту мы видим создание большого количества предпосылок для атак соперников. То есть эта линия должна не только высоко подниматься, но и отскакивать при определенных там ситуациях. Там столько всяких нюансов, потому что если вы просто высоко играть и оставлять за спиной столько свободного пространства, это очень чревато, что вот мы в концовке увидели на табло. То есть вот 0-3 это не отражение реального хода игры. То есть Азиагол имела возможности прекрасные тоже забивать мячи и забей эти мячи. Как бы там игра сложилась, это еще непонятно. А вот такой как бы рискованной игрой, но она, как я понимаю, замысел тренерского состава Азиагола была вот как раз-таки в создании компактности и пространства, чтобы у соперника было меньше пространства при выходе из обороны и при переходах. Но нужно же здесь и оценивать и своих игроков, и возможности соперников, когда есть такие ребята, которые могут исполнить передачу и вбегание из глубины, они практически не нейтрализовывались, и возможности Абдешата имела. Вот хорошо там 3-0 закончилось. В этой игре-то лучшие были вратари, что у другой, что у другой, у той и у другой команды. Голы, понятно, забили ребята, но голкипера отработали и спасли
достаточно моментов, что у тех, что в тех, что и в тех воротах. Не сказать, что там Кутман 3-0 и провалил игру. Нет, он достаточно много раз спасал, да, спасал, и до 70 там минуты какой-то вообще был ничейный результат на табло. Поэтому нельзя сказать, что вот 3-0 там проиграли в пух и прах. Да, вот такие идеи имеют определенный риск вот такого завершения, но также, если бы реализовались их замыслы в атаке, то могло быть все по-другому на самом деле. Поэтому здесь вот весь в этом футбол, что ты можешь придумать там любой план какой-то или еще что-то, но если он не будет реализован игроками на футбольном поле, тогда результаты могут быть не те, которые ты ожидаешь. То есть твои внутренние ожидания могут быть совершенно другими внешними проявлениями, поэтому это всегда вот так. А вот если сравнивать Абджату в начале сезона и сейчас, вот переход именно смена тактической схемы вот 3-4-3, по-моему, для этого состава более подходит, чем те предыдущие, которые 4-3-3 и 4-2-3-1 они играли в начале сезона, а сейчас уже вторая победа. И не только вот все 3-0, 3-0. В прошлом туре было 3-0 с Талантом, сейчас также 3-0. Да, классно. Абдышата забивает по 3 мяча и имеет таких ребят, которые реализуют, я же еще раз, эти идеи. Ну, вполне возможно, что смена тактической схемы вот возымела такие вот возможности для игроков, когда еще больше создаются моментов и подходы еще опаснее становятся. Ну и реализация, конечно же, имеет место быть. То есть у Абдышаты же не один момент был, там из 7-8 моментов, причем 3 забили. Да, 3 забили. Это тоже, как бы, если говорить о том, что они прям шикарно используют свои моменты, так нет. То, что возможностей стало больше, это однозначно. То есть вот тоже изменения произошли, да, в Абдышате, и там сейчас тренерский штаб другой, и представленная вот тактическая схема, и сама философия дает вот такие плоды, которые мы можем наблюдать. Это, да, классно. Тур продолжился в Бишкекке. Местная команда «Талант» принимала еще одного лидера Алай. И это для Достук Арены второй матч в истории. Первый знаем, матч был Алгой, а сейчас уже была игра «Талант» против Алая. Турган болсок, Талант командасы бир гана жеңишке ээ болгон. 8 беттештен соң Барсты биринчи турда жеңип алган билебиз жана 2 беттештин старттык кышкыры жаңырды. Анда эмесе 90 мүнөт бою сиздер менен мен Адлет Керимбек уулу бул беттешти баяндайм. 2 команданын старттык курамдарына да жана Алай командасы бул жерден Зинкевич эч кандай эреже бузуу жок, бирок кышкырык эми гана жаңырды. Сарайып кагазы Валерий Мурзаковко жолун тороп койгон экен. Кандай чечим чыгат азыр? Кызыгууну жаратууда Санжар Жакыпбековдун чечимин күтөбүз. Төгүнө бара жатат кызыл айып кагаз. Кызыл кагаз. Сары кагаз жокко чыкты жана кызыл кагазы. Санжар Жакыпбеков мына ошентип Зинкевичке калтырды. Соку бар жакынкы бурчка Пономаренко бардыгын көзөмөлдөп турган. Алай топто. Зинкевич оң тарапка пас. Жер менен жана гол. Бул жерде эч кандай офсайд жок. Алай командасы эсеп сандарын ачууда. Өтө мыкты. 1-0. Дайыр башкачараак ракурстан көрүү кызык болуп жатат. Балким Зинкевичтин позициясы. Но дал ушундай режиссер да бул жерден бизди уккан сымал жана балким текшерүү жүрөттүр. Топту токтото алган жок. Чыңгыз Субанов чабуулда өз айып панчасына кирип барды. Жана гол. Чыңгыз Субановду эч ким токтоткон жок. Коргоочу өзү барып туруп азыр голду жаратып тынды. 49 мүнөт эсеп сандары 0-2. Улукбек Шарипов
жана Жазбай Абдыкаимов дагы аягына чейин ойногон эмес экен. Айып анчасына кирип барды. Канча секунд болду? Жумабеков. Ой, мыкты жана гол! Кандай гана керемет гол! Бул жерде Нурмухаммад Ташпулатовдон гол. 9 мүнөттүк. Мындан дагы курчуйт өңдүмөт. Бул жерде оң тарапка Илдар Аликберовда ылдамдык бар. Аликберов айып анчанын ичине кирип барды. Чыгарып берүү бар. Жана Улукбек Шарипов азыр. Топ таласызын тастаган жок. Зинкевич айып анчанын ичинде. Сокку узатуу Шахжахан Сатихановдон Момунов. Алыскы бурчка. Жана финалдык кышкырык Алай командасы талантты конокто 2-1 эсебинде жеңип 3 упай менен Мурас Юнайтедти кубалап баруусун улантат. Ал эми талант командасы жеңилүү сериясын улантууда. Сиздер менен Кыргыз Спорт ТВ командасы түз эфирде. Самый скандальный матч тура, так скажем. Все еще социальные сети не полыхают, все так же обсуждают этот матч. Меня удивило вот этот момент, то, что Тимур Амиров, левый защитник таланта, вышел против вот этого Ильдара Аликберова. Вот этот дуэль в первом тайме. Очень также вот этот момент с голом, да, вот он проиграл позицию и на скорости уже уходит. Вот эти моменты. А вы что ожидали именно лидера от Алая? Видим, также была дополнительная ответственность для Алая, потому что за день до этого Мурас Юнайтед уже обыграл Ильбирс, и 3 очка были в копилке. А вот Алай с этим составом также добывает один из сложных побед, так скажем. Ну, Алай характерная команда. Всегда отличалась определенным характером. Сейчас у них тоже там изменения. Бакыт Маматов, да, очень хорошо знаю Бакыта и знаю его требования. И с первого тура очень за ними пристально слежу. Они усилились, они провели прекрасную работу на, скажем так, трансферном поле. У них талант, да, вот это на трансферном поле, да, они умеют. Да, они очень умеют подбирать ребят, и я бы даже сказал, точечно, и не ошибаться в них. То есть редко, когда они выбирают кого-то, и кто-то не дает определенного качества и отдачи. Они провели сборы прекрасные, да, подготовились, и самое важное, ну, календарь это или сама судьба им помогает. Они провели первые 4 игры практически дома. Они на своем стадионе. И тот задел, который они сделали с огромным желанием и с огромным намерением до сих пор помогает, борьбу, может, так да, скажем, и они его держат. Они его держат на характере, может быть, иногда не показывая какую-то там сверхизящную, прекрасную игру, там пасы каких-то там, наполненность какими-то там передачами, но самоотдача на характере и решение задачи, понимание у них всегда есть. И они с этой точки зрения так и добиваются, я же еще раз говорю, результатов. Все, у каждого свое представление об этом и методы различные. И также в этой игре они продемонстрировали характер, настрой на победу, огромное желание и обыграли. Да, конечно, можно сейчас говорить о том, что серьезный момент сыграло удаление на 10-й минуте. Было оно или не было, это пусть решает там судейский комитет. Какие-то по решению судейских решений вопросы есть там, и как бы они разбираются. Ну, это всецело нужно оставлять для работы именно судейского департамента. Это ихняя работа, и они должны заниматься этими вопросами. Что касается таланта, ну, конечно, им было сложно перестроиться, но надо отдать должное, что и в такой ситуации они практически, вот первый тайм, может быть, они где-то еще просели, а второй тайм как будто равные составы играли. И они нашли возможность, забили очень неплохой мяч.
И еще несколько подходов было очень опасных. Поэтому талант пока в такой, как бы, катится эмоциональной, что ли, яме, когда они не могут выиграть. Но надо сказать, отдать должное руководству и тренерскому штабу этого клуба, что каждый год это было по весне, в начале чемпионата, это была самая подготовленная команда. То есть они вот и продемонстрировали это в первом туре. Да, в последующих турах какие-то моменты, какие-то не позволили им добиться успеха, но это была всегда самая подготовленная команда, то есть работа там была поставлена. И сейчас, конечно, я понимаю, очень непросто и сложно будет исправить эту ситуацию, но я думаю, все. Так Да. закаляются молодые тренеры? Конечно, конечно, так растут не только молодые тренеры, но и игроки, конечно, талант, ведь вы пример привели, я сейчас не помню, 2004 года, по-моему, Амиров, да, Тимур, он, да, я его помню еще совсем юным, когда он рос, а сейчас он, да, несколько есть у него позиционных там ошибочек, но по всем остальным параметрам он сейчас соответствует игроку основного состава, поэтому его используют. А то, что переиграли, ну, такое в футболе бывает, это же на этом весь построена вся игра, на этих индивидуальных дуэлях и позиционной игре. И вот второй гол также должна отметить Чингис Субанов. Может быть, вот никто не ожидал то, что он Нет, на самом деле Чингис Субанов очень техничный игрок. Да? Это один из любимых моих игроков. Чингис всегда отличался великолепным дриблингом. Да нет, конечно, я думаю, может быть, никто не ожидал от него такой смелости, и поэтому, может быть, все от него ждали каких-то там, ходов, вот. Передач, а он тут, ну, думает, раз... В основном голы все, которые он забил когда-либо, это были стандартные какие-то положения, это была борьба, игра головой, а здесь он как дриблер великолепный, по-бразильски обыграл, ушел в середину и в дальний угол покатил. Это верх мастерства. Может, не зря перевели его с центрального на правого защитника. Да, ну, конечно, не зря, раз команда... Техника позволяет. Конечно, техника позволяет однозначно. Поэтому с таким прекрасным мячом хочу поздравить Чингиза. Это классно было. Ну, а в целом, конечно, Алай будет продолжать, я думаю, также с таким же настроем и с такой же самоотдачей продолжать играть. И хотелось бы пожелать таланту успехов. Очень хорошая команда, самобытная, где работают люди. И, да, иногда вот бывают и эмоции проявляют, да, может не быть, без да, этого, не да, совсем, конечно. да. Может быть, как бы с точки зрения как тренера, это понятно, но все-таки нужно определенные есть нормы поведения тренерские. Нужно, конечно, держать себя желательно бы. И также тур заканчивается матчем в Бишкеке. Бишкек-Сити принимала Алга. Также вы много тренировали, так скажем, но сейчас уже обновилась целая команда, целый состав. Келиңиздер, Давилет кайталоодан баамда өтөлү. Бул жакта топ үчүн күрөшкөн Бишкек Ситинин чабуулу алган оюнчулар катарчылыкка пас. Бул чабуул соңуна чыга элек. Эми гана Япанчага узатылган топ сокку. Кристиан тозалды жыйынтыгында контр чабуул келди. Маданов алдыга пас жана Султан Боколеев өтө бир мыкты мүмкүнчүлүктөн гол жууду. Топ менен Бишкек Сити, жакшы мүмкүнчүлүк бар. Антон Зимринухин, комбинация Криштиану. Пенальти болобу? Жок. Маданов эч нерсе кыла алган жок. Бул жакта алга кайрадан да жакшы мүмкүнчүлүк бар. Чурулар, Далберт Кайки ой дәрежесин буздубу. Ышкырык жаңырды. Сокку! Кайрат Абдрасулов, жаман эмес, жакшы сокку. Топ менен бир жагдырсана Криштиану да Силва. Антон Зимринухин. Ой-ой-ой, таза пенальти. Пенальтини өз командасына алып келген 23-чү катар сандагы алмашууга чыккан Айдар Шарипов. Антон Зимринухин. Сокку жана гол! 7
76 мүнөт эсеп саны 2-0. Бишкек Сити дагы бир рет бул беттеште игрек жаратып отурат. Борбор бөлүгүнө сокку узаткан. 2-0 в пользу команды Бишкек Сити. Ордон тинчибек Ислам оюнга чыкты. Бишкек Сити кайрадан чабуулда, жакшы мүмкүнчүлүк. Пас бериш керек. Пас жана 3-чү гол Криштиану да Силва. Жана Айдар Шарипов гол жаратты. Жана эсеп саны бизде 80-чы мүнөттө 3-0. Криштиану да Силва, игрок команды Бишкек. Пас береби же өзү сокку затабы күтүп туралы. Борбор бөлкө пас алыстан сокку Кайрат Абдасулов жана гол! Эсеп саны бизде 3-1. Офсайд барбы? 83-чү мүнөт. Рыскелди Маданов ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Рыскелди Маданов баш менен сокку узатып, на Жалилов. Борбор бөлкө пас Айдар Шарипов, дагы пас жана гол! Болбу жок. Айпанча көтөрүлгөн топ Артем Пряткин. Топ менен алган. Өз жарым бөлүгүндө. Кошулган убакыт бүттү. Жана башкы калыстын ышкыры жаңырды. Беттеш соңуна чыкты. Эсеп саны бизде 3-1. Бишкек Сити ишенимдүү түрдө жеңишке жетип отурат жана 7 упай менен жакшы мүмкүнчүлүккө болду жана Счет матча составил 3. Перед матчем узнаем, что произошли изменения в команде Бишкек Сити. Вместо главного тренера здесь исполняющий обязанности был Руслан Джаныбеков. Он также был вашим ассистентом, да, в вашей Алге, так скажем. И вот такие изменения дают свои плоды. Вот уже сразу победа на опыте, так скажем. Вернулись в состав опытные игроки, также Джалилова видели в стартовом составе, Землянухин. И вот уже со счетом 3-1 так уверенная победа, так скажем. А вот Алга, опять наша молодежка, так скажем, после 2 побед подряд уже проигрывает. Какие ваши впечатления по 2 командам именно? Ну, игра была, скажем так, несколько носила такой принципиальный дух, что ли. Пока, конечно же, не сказать, что Бишкек Сити имеет опыт выступления в чемпионате, это новая команда. Но вот по состоянию и по накалу вот этой игры, то есть принципиальнейшая была игра. Также за 6 очков. Извините, именно, перебиваю. действительно, да, именно вот эта игра была за 6 очков, и руководство Бишкек Сити изменения внесло, как мы видим. Руслан Дамирович представлял как главным тренером, ну не как, а главным тренером на эту игру готовил команду. И зная его уже опыт, вот даже можно так сказать, он и в том году уже исполнял обязанности в Алге, только в Алге, да, уже концовку сезона он практически руководил командой. И, конечно же, он вернул в состав 2 опытных игроков, которые и вели игру. Эту практически всю игру и Рауль, и Антон, и Соловьев Иван вели эту игру. И в первом тайме она была на встречных курсах, она и во втором тайме также продолжалась на встречных курсах. Но вот этот вот гол в начале первого тайма, конечно, дал определенный задел и определенную тактическую уже последующую реализацию всех идей. То есть уже ниже стала играть Сити, не так остро и позиционно атаковать, а пытаясь вот все теми же быстрыми атаками в переходе искать свои возможности. Алга же, к большому сожалению, я думаю, что вот ребята все-таки еще не вышли как бы вот из того состояния именно психологического, когда зимой после финальной части Кубка Азии они еще не восстановились. Мне кажется, что все-таки продолжается этот след, но не вижу я вот прошлогоднего ихнего вот такого куража игры, когда они летали. Иногда и некоторые игры они просто летали с огромным желанием, с огромной мотивацией. Сейчас же, да, они играют, они ногами, они практически выполняют какие-то определенные задачи, но вот
того желания, того огня, к большому сожалению. Может быть, это мое мнение, но я пока не вижу в них, чтобы они вот с тем же желанием, как в прошлом году я их наблюдал в чемпионате, они иной раз просто великолепные игры демонстрировали, что тут сказать. Вот. А решила судьбу, конечно же, это вот замена, выход на поле Айдара Шарипова, который прекрасно добавил в концовке атак Бишкек-Сити и нашел вот момент, он пенальти заработал, и вот этот гол, который сотворил там, классика, игра в стеночку, великолепный подыгрыш ему, и он вбежал, с мячом управляется он очень хорошо, и разобрался с голкипером и покатил, там уже дело было подставить ногу бразильскому легионеру. Так что вот ключевым именно фактором была, вот я считаю, это замена. Потому что, ну, думаю, Алга имела все чаще и чаще подходы к воротам соперника и нашла вот один момент. Думаю, вот ничейный результат был бы закономерен по такой игре, которая складывалась и протекала большим количеством единоборств, остановок, эмоций было, да, больше эмоций было, нежели вот таких вот принципиальных моментов, нежели вот качественной конструктивной игры. Но выход Айдара и его вот активные действия в атаке, ну вот опять же таки это тренерский опыт или же это вот импровизация. То есть Айдара я видел несколько игр, он выходил и в стартовом составе, он прекрасно, и голевые передачи у него есть. Я вот, честно, по статистике не помню, есть ли у него забитые мячи, а голевые передачи у него до этого уже были. Он очень неплохо из середины поля на ходу вот разгонял атаки Бишкек-Сити. Для Шарипова, может быть, это был принципиальный матч, потому что в составе в Кубке Азии его в финальном списке не было. Не было, да. А вот с ровесниками вот он показывает себя. Может быть, такое тоже мотивация, может быть. Конечно, да, однозначно. Я даже не может быть, а он хотел показать, что вот и он имеет возможности такие, и вот посмотрите, это естественно для человека даже, а для спортсмена это в Тем два более, раза, да, да, конечно, реализовать. Поэтому ничего удивительного, что он с таким настроем вылетел просто. Он не выбежал, а вылетел просто на игру и вот нашел такие моменты, и команда победила за счет его именно действий в атаке. Вот так завершился 9-й тур нашей премьер-лиги. Давайте взглянем на турнирную таблицу, где уже лидерство удерживает Мурас Юнайтед, но Алай недалеко на втором месте. И вот это уже расклад между первой и второй командой, а также третьей командой. Уже Абдушата поднимается на третью строчку после поражения Дордоя. И также Барс включается. Вот пятерка вот этих команд, именно лидеры, так скажем, они постепенно уже отделяются от середины. И вот клубы-середняки также, вот Кыргыз-Алтын, далее идет Нефчи, потом уже Өзгөн поднимается. Вот по игре также, если рассуждать, также три команды, как бы скажем, середняки. И далее идет уже за место, за солнцем, так скажем, вот клубы-аутсайдеры пока что, но есть прогресс именно. Видим уже в Бишкек-Сити новый тренер, новый не только тренер, а вот тренерский штаб, так скажем. Да, вот штаб, именно штаб. Пожелаем удачи в этой непростой премьер-лиге, так скажем, да, и может быть уже в следующих турах уже, может быть, покажут новый стиль, новую игру. А далее идет уже в скором времени уже 10-й тур, вот расписание уже выходит, уже 15 мая у нас тур начинается в Ваше. Ошму принимает Кыргыз-Алтын, также, скажем, этот матч за 6 очков, так скажем, потому что уже Ошму и Кыргыз-Алтын соседи по турнирной таблице. И вот он, долгожданный матч в Хочкарате, Нефчи, в своем городе принимает Барс. Не просто принимает, а вот это именно Барс, который уже на победной серии идет. Далее идет матч в Бишкеке. Алга принимает Өзгөн. Очередная битва, так скажем, за 3 очка. Алга после поражения может удержать
Узгун, также который идет команда Мамадалиева в победной серии, и Дордой на своем стадионе принимает Идбирс. Эти матчи уже 17 мая, тур, значит, будет длиться с 15 по 18 мая, значит. Талант в Достук-арене принимает Азиагул, а Абджата вот команду Бишкек-Сити. И центральный матч тура у нас этот раз Ваше Алай против Мурас Юнайтед. Вторая команда турнирной таблицы принимает Мурас Юнайтед. Если в этом матче Мурас Юнайтед одержит победу, то уже еще больше отделяется и становится единоличным лидером. А Алай уже еще один большой матч. Мы помним, что в домашнем матче проиграли Барсу 0-1. Вот этот, несомненно, будет матчем тура. У нас был в гостях бывший игрок Алги, Дордой Абджаты, а также некоторых казахстанских клубов и игрок национальной сборной, так скажем. И в качестве тренера вас много знают. Вы тренировали Абджату, Алгу, Мурас Юнайтед, обладатель Кубка Кыргызской Республики. И в прошлом сезоне вы тренировали Нефчи. Спасибо за то, что вы пришли. Ушуменен Кыргыз спорттук каналында 9 турду жыйынтыктайбыз. Сиздермен мен Адлет Керимбекул болдум жана биздин мыкты футболдук адис Валерий Юрьевич Березовский. Футболдон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.